проекта ЧБ за 2024 год и первый квартал 2025 года. Спасибо, Атинай. Коллеги, я хочу еще сначала вас предупредить. Это, конечно, презентация с довольно много словами, без, я сказал, достаточно много картин или фотографий. Это значит, что вы, конечно, получите информацию тоже после вот этого окончания нашего заседания. И все-таки надеюсь, что я могу вам дать какой-то обзор, что мы сделали и успели в рамках последних более-менее 15 месяцев. Но вы знаете, наш проект особенно фокусируется на предоставлении приятных условий для усовершенствования системы неформального образования в стране. Для этого это, конечно, важно особенно получить какой-то базы информации, как ситуация сейчас выглядит в стране, особенно что касается уровня удовлетворенности курсами повышения квалификации в стране. В рамках этого учебы мы уже получили дополнительную новую информацию о том, например, что там есть большая нехватка информации, какие возможности существуют, какие курсы предоставляются населению здесь в стране, и особенно какие особенные интересы, какие особенно востребованные курсы существуют. Чтобы дать вам несколько цифр, почти 2/3 населения не знает, до сих пор не приняли участие в этих курсах повышения квалификации. Это, конечно, огромная цифра. И нужно, конечно, увеличить, в смысле, что представить такие же курсы повышения квалификации большим кругом населения. С одной стороны, большинство тех, которые приняли участие, были более недовольны с результатами курсов. Они получили новые навыки, которые они и в большинстве и могли бы использовать в рамках их работы или для продвижения карьеры. Поэтому это, конечно, для нас показывает, что нужно, конечно, довольно много мероприятий или какие-то активные меры, чтобы продвигать особенно пространство этого неформального образования в стране. Но с другой стороны, все-таки качество играет, конечно, большую роль. С этим мы, конечно, сначала мы работали об этом в первой половине прошлого года. И так в июне мы имели такие возможность публиковать такое же исследование, которое вы можете получить опять же в онлайн-виде. Мы будем это опять же позволить какой-то линк для download после этого семинара. Тоже в мае прошлого года мы начинали с первой TOT по модели Go, о котором мы уже довольно много общали и рассказали сегодня в рамках первого заседания. Сейчас особенно важно отметить, что результаты были так хорошо, что мы не только думаем, что большой вызов, как сказать, адаптировать этот швейцарский модель к условиям Кипрской республики мы успешно совершили, но что у нас есть сейчас и огромный опыт с такими проверями, которые уже проходили этот процесс Go Model Training. Поэтому мы будем сейчас это расширять круг предприятий, которые могут адаптировать это обучение. Не только из Бишкекской или Чуйской области, но тоже мы будем это представлять в других областях в стране. В том числе мы уже начинали работать в Башке, но будем это продолжать в рамках второй TOT в мае нынешнего года. Потому что это важно, что у нас есть достаточно большое число людей, специалистов, тренеров и консультантов, которые знают элементы Go Model и можно, конечно, это активно использовать. В рамках тоже этого проекта мы уже, как я уже сказал, сегодня это второе заседание. В июле мы организовали первое заседание Кубанского комитета и подписали уже меморандум понимания с разными партнерами, в том числе это было, конечно, самое важное, что у нас было какой-то меморандум подписанный с Министерством образования, Министерством труда. И, как я уже сказал, сегодня у нас тоже есть возможность еще подписать другие меморандумы с частными партнерами, плюс Центры независимой сертификации и валидации при Министерстве образования и науки. Следующий, пожалуйста. Что касается тогда продолжения работы в прошлом году, мы тоже этого создали, это рабочая группа по задействию развития неформального сектора образования. Это само собой разумеется, что это тоже долгосрочная, как сказать, перспектива, потому что мы все понимаем, что
чтобы усовершенствовать условия и экосистемы для неформального образования, нужна вот эта, конечно, поддержка всех интересованных сторон. В том числе министерства, в том числе частный сектор, в том числе вот и гражданский сектор, специалисты, и тоже международные партнеры, в том числе вот это партнеры, как возможно, вот это Центр развития человеческих ресурсов между Японией и Кыргызстаном. Я думаю, что это особенно важный шаг вперед, потому что это показывает не только вот большой интерес со стороны вот этого, ну, как сказать, провайдерами неформального образования, но особенно со стороны частного сектора. Но с другой стороны, нужно и отметить, что, к сожалению, привлечение частного сектора является все еще одним из самых больших вызовов в рамках нашего проекта. Поэтому мы будем особенно обратить внимание к этому, как мы можем побольше даже выразить какое-то внимание со стороны частного сектора и их пригласить активно принимать участие при представлении такого неформального образования. Тоже в ноябре мы уже начинали тогда не только провести первые курсы по методике ГО, но мы уже тогда начали тесно сотрудничать с ассоциацией как Хорика Лехпром в сфере вот этот гостеприимства и тоже вот текстильного бизнеса, чтобы там и разрабатывать так называемый универсальный курс повышения квалификации. Потому что у нас есть такой же, как сказать, механизм разработки содержания этих курсов. Сначала мы проводим так называемый анализ, диагностика востребования квалификации на конкретном рабочем месте. Мы проводим это, например, в текстильном секторе в разных предприятиях, потом реализуем, там есть какая-то, ну, совместная база, какие навыки там особенно востребованы. На базе этого с ведущими специалистами разрабатываем какой-то, ну, мы называем это generic программ или универсальная программа повышения квалификации на конкретные профессии, швея, технолог, например, в текстильном бизнесе, либо вот официант или повар в гостеприимстве делать. И на базе этого мы будем тогда предлагать такие же курсы и другим предприятиям, которые, может быть, не готовы уже провести целый процессовый модель с нашей проведением диагностики, но им только было бы интересовать, вот, как сказать, представить возможности сотрудникам принимать участие в этих курсах повышения квалификации. Вот этот процесс сейчас продолжается. Мы будем и тесно сотрудничать с, например, индустрией кадров, представляется Киевский государственный технический университет и другими ведущими партнерами по разным отраслям. Поэтому я могу сказать, что по концу прошлого года у нас провели более чем 150 участников нашей модели ГО в 13 предприятиях. И сейчас вот эта цифра продолжается расти, и LDR, если не против, тогда, я сейчас нету, ну вот это просто так, я до сих пор, если не ошибаюсь, у нас почти до сих пор более-менее 400 людей приняли участие в рамках этого проекта Go. И есть растущий какой-то интерес со стороны частного сектора, которые и готовы заплатить за эти курсы повышения квалификации. Это, конечно, тоже хороший знак для того, что это курс не только востребованный, но особенно, что там есть какие-то, ну, даже интерес, готовность со стороны частного сектора заплатить за это ценные услуги. Что касается, опять же, такого решения со стороны тоже нашими партнерами, и которые финансируют проект швейцарского производства, мы уже совершили вот отбор секторов. Значит, мы будем продолжать работать в текстильном секторе, тоже в секторе гостеприимства, Хорика. Новые секторы, которые мы будем работать, это ИКТ, строительство, сельское хозяйство и зеленые навыки. Это, конечно, разные профессии, которые там тоже играют важную роль для большего развития страны. Это может быть профессии, связанные, например, с точной энергией и так далее. Но это, конечно, тоже важный момент, что, как я уже сказал сегодня утром, там есть большой проект ГИЦа, который начинается в августе этого года, где они будут разрабатывать особенно новые курсы повышения квалификации, долгосрочные курсы для так называемых зеленых навыков. И в рамках этого мы будем с ними тесно сотрудничать, чтобы разрабатывать дополнительные курсы краткосрочного характера по этим тоже направлениям. Но это, по-моему, это важно отметить, что сначала мы хотим, особенно со стороны вот, партнерами с государства Кыргызстана, плюс, конечно, вот партнеры ГИЦа, где они идентифицируют особенно главные упор, самые приоритеты, и мы будем это тогда продолжать вот этот процесс. Что касается тогда следующего,
вот уже что мы сделали в этом году. Мы провели очень успешно первый национальный форум по неформальному образованию. Работодатели бизнес-ассоциации как драйверы развития и трансформации неформального образования и развития навыков. Более чем 120 участников обсуждали в рамках вот этого форума вопросы, как можно усовершенствовать, особенно вот эту вот систему неформального образования, но главным упором, каким образом частный сектор должен играть такая важная роль, как потребитель, тоже как представитель вот этого курса повышения квалификации. В рамках этого форума мы тоже организовали еще 2 мастер-класса по, с одной стороны, привлечению частного сектора, и с другой стороны, по вопросам независимой сертификации, валидации неформальных и информальных навыков и обучения. Что касается тогда марта и апреля, мы сейчас продолжаемся, как вы уже сказали, с реализацией вот этого проектов. И тоже, конечно, у нас был тоже очень большой шаг, но вне пределах Бишкека, потому что мы создали какую-то сеть так называемых региональных координаторов. Это значит, что мы будем работать сейчас во всем регионах, кроме Тараса, по всей Киргизской республике. И потихонечку, конечно, и хотим расширять эту сеть по всей стране, но это дает нам возможность, конечно, и предлагать наши услуги не только здесь, но и предоставить особенно вот это понятие значения вот неформального образования и тоже вот такого модела в других регионах страны. Сегодня мы, как я уже сказал, очень рады, что мы будем подписать меморандум о взаимопонимании с темой независимой сертификации и валидации при Министерстве образования плюс с Ассоциацией электронный коммерс, плюс, конечно, вот эти легийские общественные технологии. Это, по-моему, тоже очень большой шаг вперед. И мы планируем и подписать, как я уже сказал, дополнительные меморандумы с частным сектором, тоже с государственными учреждениями. Там, например, мы будем тоже и обсуждать возможность заключить меморандум взаимопонимания с Министерством экономики и коммерции, тоже вот Министерством культуры, каким образом мы можем тогда уже улучшить наше сотрудничество. Вот это вкратце все самые важные моменты. Надо еще хочу добавить, что особенно вот Альтинай фокусировали на вопросах инклюзии, и, может быть, Альтинай хотели еще добавить несколько слов. Да, спасибо. Кристиан, отдельно я хочу рассказать о том, что было проделано в рамках компонента гендерной и социальной инклюзивности. У нас работа велась по нескольким направлениям. Во-первых, мы провели такое качественное исследование. В плане количественных данных мы воспользовались усилиями наших партнеров Кыргызской ассоциации образования взрослых и Ассоциации развития образования в Кыргызстане, которые провели также со своей стороны опрос среди уязвимых групп населения по барьерам в доступе к профессиональному обучению. Качественное исследование наше заключалось в ряде фокус-групп, и мы выявили, целью было выявить основные барьеры, с которыми сталкиваются люди из уязвимых групп в доступе к услугам профессионального образования, развития навыков, а также в возможностях трудоустройства. Результаты этого исследования мы анализировали и проанализировали, и они будут представлены в ближайшее время. Но главным образом эти результаты информировали нас в попытке разработать в рамках проекта так называемый план социальной справедливости. Каким образом деятельность проекта может быть так адаптирована, так сформирована, чтобы, во-первых, дать голос всем категориям населения, чей голос сейчас не слышен, людям, которых мы не видим и не включаем в общество, чтобы они получили возможность сказать свое слово, озвучить свои потребности. Во-вторых, для того, чтобы повысить осведомленность населения в целом о потребностях людей с инвалидностью, о специальных потребностях женщин на рабочих местах, о потребностях людей из отдаленных регионов, из малообеспеченных семей, это касается молодежи особенно, для того, чтобы расширить их доступ к обучению, чтобы их развивать как рабочую силу. И в рамках прошлого года, в течение прошлого года были
проделаны важные шаги. Я считаю, во-первых, мы встретились и договорились с Крымским обществом слепых и глухих как одного из важнейших работодателей для лиц с инвалидностью. Также мы провели ряд встреч с партнерами в области развития женского предпринимательства. А также вот наша поддержка в рамках проекта развития онлайн возможностей для обучения тоже по праву считается одной из инклюзивных мер, потому что доступ к качественному онлайн-обучению это тоже позволяет получить образование людям, которые другим способом не могут его получить. И у нас на платформе Ustad KG планируется в том числе интеграция со всеми аналогичными платформами в Кыргызстане, а также будут предусмотрены возможности предоставления инклюзивных услуг образования. В первую очередь тут нужно сказать, что мы должны, как уже обсуждали утром, первым делом поставить вопрос качества, потому что зачастую люди в регионах воспринимают онлайн-обучение не как полноценное обучение, потому что у нас в стране отсутствуют качественные услуги онлайн-образования. И если добиться полноценного качества, то это было бы очень важным шагом в расширении доступа населения. В этом году мы планируем работать над повышением осведомленности общества. Мы планируем уже совместную информационную кампанию с партнерами. Кроме того, мы будем много усилий прикладывать к тому, чтобы обучающие материалы были переведены качественно на кыргызский язык. Очень многие провайдеры и население говорят о том, что отсутствуют материалы на кыргызском языке, либо они очень ограничены. А также адаптировать учебные материалы под потребности людей с разными типами восприятия, с разными особенностями и образовательными потребностями. Вот вкратце о нашем компоненте гендерно-социальной инклюзивности. Да, спасибо, Альбинай. Я думаю, что это, конечно, очень важный момент, что мы фокусируем и для тех частей населения, которые до сих пор имеют не так, как сказать, 100% доступ к качественному образованию. Конечно, там есть уже благополучные условия в нескольких регионах, что касается особенно представления профессиональных навыков со стороны колледжев и лицеев. Но с другой стороны, если мы говорим особенно возможность участвовать в курсе повышения квалификации неформального характера, тогда ситуация как-то немножко по-другому. Поэтому над этим мы будем особенно уделить наше внимание. Если позволите, я хочу вам тоже рассказать наши планы для этот год. И продолжаем просто с этой презентацией, тогда мы можем обсуждать это